В Москве состоялась рабочая встреча президента России и президента Республики Саха-Якутия. Одним из вопросов обсуждения были досрочные выборы главы региона. Подробнее в сюжете Павла Танина. Тема досрочных выборов в Якутии муссируется уже не первый месяц. Об этом говорят как представители различных партий, так и люди из улусов республики. Во время отчетного периода предложение провести выборы в этом году не раз звучало из зала. Мы, инициативная группа жителей Булунского улуса, в этой сложной экономической ситуации, чтобы сохранить стабильность в нашем улусе, в республике Саха-Якутия, просим нашего президента Борисова Егора Афанасьевича, пользующего безоговорочным доверием народа, пойти на досрочные выборы, победить и стать народоизбранным лидером народов Республики Саха-Якутия. Отвечая на эти выступления, Егор Афанасьевич обещал подумать. Интернет-издания также неоднократно озвучивали эту тему. Одна из последних публикаций ЕСЯ звучала так: «Настало время действовать. На самом деле, в реальности досрочка станет отражением воли якутян, которым нужен прорыв для республики». Конец цитаты. Вслед за высказываниями сельчан проявили свою волю и студенты Северо-Восточного федерального университета. Они организовали сбор подписей в поддержку досрочных выборов главы Якутии. Егор Афанасьевич поддерживает наше движение студенческих отрядов не только в университете, по республике. Мы будем поддерживать на выборах Егора. В поддержку участия Егора Борисова в досрочных выборах высказались и старейшина Намского улуса на встрече землячества, и профессориат университета. Вы посмотрите, какой корпус общежития у нас стоит за главным корпусом. Это же все его детище тоже. Вот говорят, что наш, так сказать, университет федеральный, и федералы пусть помогают, пусть там все делают федералы. Но мы без местных властей, без президента, как говорится, не можем развиваться. Идею о досрочных выборах поддержали также и представители общественных и политических организаций. Когда президент будет избираться на новый срок, я думаю, что это будет большая встреча с населением. Вот сегодня он назначен президентом. Он перед ним отвечает, президент России, а не перед народом. А когда будет новая система, ему позволит общаться непосредственно с людьми, с поселениями, с муниципалитетами, с организациями, с партиями. Я думаю, что это позволит ему создать такую программу, реальную, сильную, мощную программу, которая позволит встать на новый этап развития нашей республики. Имея огромнейший опыт работы в качестве, в правительстве республики, в качестве президента республики, потому что Егор Афанасьевич имеет огромный потенциал в своей будущей работе. Народная волна, прокатившись по республике, дошла и до Кремля. Рабочая встреча президента России и президента Республики Саха-Якутия состоялась накануне в Москве. После обсуждения достижений и проблем Якутии Егор Борисов обратился к президенту России. Хотел бы к вам обратиться с просьбой, с учетом интересов Российской Федерации, с учетом интересов Республики Саха-Якутии, именно в основе на все это хотел бы попросить у вас разрешения идти на досрочный выбор в сентябре этого года. Я не возражаю. Проблем еще в республике очень много, но все-таки за предыдущее время работы в качестве руководителя республики вы многое сделали, и движение вперед тоже очевидно, поэтому я согласен и буду просить вас до выборов в сентябре этого года исполнять обязанности. Соответствующий указ подпишу в ближайшее время. В соответствии с данным указом Егор Борисов будет исполнять обязанности главы Якутии. Выборы же состоятся 14 сентября этого года. Павел Танин, НВК Саха, Якутск.